Дорогие друзья, 17 марта будут выборы президента Российской Федерации. Сайлауға келіп, тауышыңызды дұрыс етіп беріңіз, сайлауға ғана келету керек. Мы, как руководители общественных организаций, хотели призвать вас обязательно принять участие на этих выборах и сделать правильный выбор. Все самое важное в жизни в наших руках. Исполнить детскую мечту, обрести новые знания, почувствовать вдохновение, построить карьеру, воплотить задуманное, создать семью, подарить жизнь, передать традиции, сохранить память о прошлом и покорить новые вершины. В наших руках выбрать свое будущее и будущее всей страны. Вместе мы сила. Голосуем за Россию. Нам нужна сильная Россия в такой сложный период, особенно. Нам нужна твердая рука, четко выработанный курс, правильность направления во всех отраслях. Поэтому ко всем к вам обращаемся. Сделайте правильный выбор. Хочется небольшую хронологию событий. В сентябре месяце Совет Аксакалов при Национальном конгрессе татар, в который входит 6 работников аппарата президента, 20 героев, генералы, аксакалы. У нас возглавляет его Мунавир Закеевич из Башкирии, 90 лет. И у нас есть 20 человек, которые старше 80 лет. Это бывшие работники, бывшие генералы. У такого представительского совета аксакалов нигде больше нет, ни в одной нации, ни в одной общественной организации. И вот тогда было решено написать письмо Владимиру Владимировичу Путину, чтобы он принял участие на предстоящих выборах. Я не знаю, насколько сыграло это письмо роль. Владимир Владимирович решил принять, было решение участия в этих выборах. После того, как он решил принять это участие, мы собрали все председателей тюркских народов в Москве, обсудили кандидатуру Владимира Владимировича Путина. У нас на обсуждении принимал участие человек, который учился с ним в одной группе. У нас принимал участие человек, который начинал с ним играть в хоккей и учил его хоккею. У нас был человек, который с ним долгие годы занимался дзюдо. У нас был человек, который с ним работал в администрации Санкт-Петербурга у Собчака. Вот у нас были 6 человек, которые очень близко, хорошо знают Владимира Владимировича. Они выступили перед руководителями молодежных организаций 24 институтов. Они выступили перед председателями тюркских народов. Мы выслушали все мнения и решили собраться потом через месяц, после того, как они это все обсудят у себя в коллективах. Все-таки очень важно, чтобы президент получил поддержку во всех слоях общества, среди молодежи, среди ветеранов, среди аксакалов и, главное, среди тюркских народов. Председатели общин тюркских народов, обсудив это в своих общинах, все-таки мы решили на этих выборах поддержать Владимира Владимировича и создать при Конгрессе штаб, в штабе, получается, по идеологическому фронту, по борьбе, разоблачению вот этих вот разных фейков в интернете. Вот. Мы решили такое, будет штаб, который будет взаимодействовать со штабом на Ильинке Владимира Владимировича. Будет этот штаб работать по молодежным организациям 24 вузов столицы, по тюркским народам, по автономиям татар, которыми мы общаемся, и по другим общественным организациям. Это, очень хороший будет результат работы, будет резонанс работы. Я думаю, что это такое направление с нашей стороны для поддержки Владимира Владимировича Путина. Каждый вправе сделать свой выбор, и очень надеемся, что выбор этот будет правильным. Мы можем проснуться
в другой стране, с другим строем, с другим руководителем, с другими ценностями. Нам этого не нужно. Мы верим в нашу страну, верим в правильность линии выбранного курса нашего президента, нашего руководства. Мы должны обязательно победить в этой СВО. Мы этому тоже прилагаем немало усилий. Думаем, все у нас получится, и победа будет за нами. Мы всегда все делаем вместе. Поддерживаем друг друга. Верим в лучшее. Заботимся и дарим тепло. И преодолеваем трудности сообща. Вместе мы сила. Голосуем за Россию.